У гэты цяжкі час для краіны шмат хто выязджае за мяжу, эмігруе, і іх можна зразумець. Але выклікаюць павагу і заслугоўваюць нейкай пашаны тыя, хто якраз у гэты час цяжкі для краіны вяртаюцца на радзіму, бо лічаць, што яны тут могуць прынесці карысць. Вось адзін з такіх людзей мой сённяшні суразмоўца Максим Багрыцоў. Прывітанне, Максим. Здравствуйте. І я не буду пытацца, чаму вы вярнуліся там і так далей. Вы неаднаразова гэта распавядалі, тлумачылі. У мяне першае пытанне іншае пра вашу ідэнтычнасць. Вось я, паглядзеўшы ўчорашні ваш эфір, так і не зразумеў. Вы зараз прадстаўляеце штаб Віктора Бабарыкі ці ўсё ж такі Коордынацыйны савет? І як вось гэта спалучаецца у вашай актыўнай политичной громадской деятельности сегодня? Владимир, я думаю, что это очень простой вопрос, потому что Координационный совет возник на базе объединенного штаба. И все эти штабы объединились в свое время для того, чтобы помочь Светлане Тихановской выиграть выборы. И продолжили свою работу в одном направлении после выборов, чтобы все-таки вот добиться той цели, которая была поставлена с самого начала. Ну, адразу тады развілка на два пытання. Да? З аднаго боку, а навошта пасля таго, як былі сарваныя выбары, да? Вось гэтыя пракідваючыя выбары, навошта захоўваць вось гэтыя супольнасці штабоў і ідэнтычнасць вось такую, калі у нас агульная мэта ва ўсіх. І па-другое, ўсё ж такі, спадзявацца на перамогу Ціхановскай было, напэўна, трохі наіўна. Хутчэй, ўсё ж такі мэтаю, як я разумею, было зрабіць вось гэтыя пракідваючыя выбары. Яны не адбыліся. І гэта была, пэўная перамога, прамежкавая, але ж тым перамога на шляху да поўнай перамогі. Перамагчы на выбарах, які арганізуе Ермошына, і гэты рэжым, цалкам немагчыма. Я думаю, что давайте я с простого вопроса начну, все-таки по поводу штабов. Все люди, которые объединились вокруг, допустим, Виктора Бабарика, они имеют какую-то идентичность. И для них очень важно продолжать работать вместе. Они эффективно работают вместе над какими-то проектами. И это, конечно, помогает. И не последнее то, что для них очень важно продолжать движение вперед, вот, не забывая о своих товарищах, которые сидят в тюрьме. И это и Виктор Дмитриевич, и Эдуард, и много волонтеров, больше 20 человек признаны политзаключенными, и, конечно, Маша и Макс. Поэтому просто сказать, ребята, давайте мы расходимся, сейчас мы работаем в другой структуре, оно просто неправильно. Ну и давайте не забывать, что все надеются, что в какой-то момент в стране все-таки прекратятся репрессии, начнется нормальная политическая деятельность. Пусть нормальная по нашим меркам, но все лучше, чем то, когда власть просто бегает за нами с дубинками по улицам. И вот это первый вопрос, он, наверное, простой. А отвечая на ваш второй вопрос, насколько это было наивно или нет, я думаю, что я один из тех людей, кто не ожидал, что белорусский народ вышел на тот уровень самосознания, и новое поколение, которое помоложе, готово сейчас реально пытаться, в общем-то, начать управлять страной. В феврале, в марте мне не приходило это в голову. То есть я тут был удивлен, наверное, так же, как и многие другие люди. Но это произошло, и наивно это не казалось в феврале и в марте, сегодня это наша с вами реальность. Поэтому я думаю, тут надо просто признать, что иногда, когда у людей есть принципы и есть цель, наивность это тоже есть, но смотрите, каких мы достигаем результатов сегодня. Ну да, як мои настаўнікі казалі, часам памылкі рухаюць, такая энергетыка памылак, энергетыка наіўнасці кіруе людзьмі, і ім удаецца зрабіць тое, што вельмі разумныя, вельмі прадбачлівыя, нават не бяруцца рабіць. Але глядзіце, якая рэч. Вось учора у вас у стріме, у прямым эфіры, адно з апошніх пытанняў тычылася якраз палітычнага цэнтру. І вось вы сказалі пра абуджэнне народу, пра змены у грамадстве і так далей, але народ не кіруе краінаю. Народ з'яўляецца суверенам
гаспадаром краіны. І ён абірае ці прызначае ці дэлегуе права на кіраванне адмысловым людзям, структурам, тое, што мы называем палітыкамі, ці там украінцы называюць палітыкумум, палітычны цэнтр. І вас пыталіся пра гэта, і вы казалі, прыйдзе час, і ў нас будзе палітычны цэнтр. А зараз пакуль мы займаемся вось гэтымі праектамі, ладзім хакатоны, і ў нас вось ёсць там платформы тэхналагічныя, лічбавыя для нашай працы і так далей. Вось мне падаецца, гэта досыць прынцыповае пытанне. Я думаю, што мы зацягнулі працэс нашай рэвалюцыі, вось давялі да такого стану, як сёння, менавіта таму, што пасля 9 жніўня не было палітычнага цэнтру. Мы спазняемся з гэтым. На самом деле я с вами не согласен, потому что мне кажется, что особенно сегодня, может быть, была какая-то небольшая пауза вот между 9 и, скажем, 17 числа, когда был организован Координационный совет. Но на самом деле было бы желание сесть за стол. В чем, может быть, я могу сказать, есть какой-то момент, что власти, они привыкли разговаривать со структурами, которые организованы так же, как они. Это монолитная структура, где есть четкая иерархия, где каждый действует по приказу. Слушайте, эта коалиция образовалась за несколько дней после выборов. Да? Ожидать от них такого же уровня организованности, учитывая, что все 26 лет здесь не давали организоваться никаким политическим силам, наверное, было бы наивно. Но есть желание сесть за стол переговоров, то есть и Светлана Тихановская, и члены Координационного совета, которые вытеснены были за границу, и мы, оставшиеся здесь. Мы очень быстро организуем достаточно нормальную представительную группу. Гораздо лучше, чем Юрий там делает какие-то карманные, глядите, круглые Юрий, столы и все вы остальное. маете на увазе Воскресенскага. Да. І он же ж адмыслова падрыхтаваны інструмент менавіта для таго, каб маніпуляваць вось тым блокам пратэстаў, пратэстуючай часткі грамадства, у тым ліку выхватваючы з нашай часткі грамадства людзей, якія могуць паддацца на абяцанкі, на нейкія там прапановы, якія ім падаюцца слушнымі і так далей, і тым самым расцярушыць пратэсную частку грамадства. Я в это не верю. Там настолько все белыми нитками шито, что я думаю, что все-таки это единственное, кого, может быть, поддерживает. Это дает повод тому самому преданному электорату Александра Григорьевича или самой власти сказать, вот смотрите, мы что-то делаем, а эти ребята не готовы с нами сесть за стол переговоров. Что это самоподман я режима, уверен. Да? Я уверен, потому что просто, да и сам персонаж, да и вся история, когда человек все-таки столько времени был удержан в КГБ или там еще где-то, да, и как он выглядел, когда он вышел, и, в принципе, вся история, чем он занимался до того, как его задержали, и постоянный этот обман, кем он был, что он из себя представляет, каких людей он представляет. Это мне кажется, для всех людей, которые смотрят вашу передачу и смотрят хоть что-то, кроме БТ, для них все понятно. Мне няма ілюзій адносна таго, што людзі ведаюць. Я ведаю, што шмат хто не ведае ні пра Воскресенскага, ні там пра іншае, але ладно. А наколькі вось вы казалі зноў жа, што вось наш бок гатовы да перамоваў. Конечно. А у чым выражаецца гэтая гатоўнасць? Якія чыннікі, якія фактары гатоўнасці можна назваць, што ў нас ёсць? Смотрите, я думаю, что самое главное, что у нас есть, это у нас есть очень четкие, очень понятные, очень простые, абсолютно выкристаллизованные требования, чего мы хотим и за что мы выступаем. Расскажите мне про это. И вы знаете об этом на самом деле так же хорошо, как и каждый человек ведаю, на улице. но только я не лічу іх выразнымі і сапраўды такімі, з якімі можна рухацца далей. Але гэта звязана не з фармулёўкай гэтых патрабаванняў, а хутчэй з іншымі акалічнасцямі і фактарамі. С ними двигаться вперед точно можно. То есть мы говорим, опять же, про то, как мы движемся к новым выборам. То есть это прекращение репрессий, это освобождение политзаключенных, новые выборы. При якіх магчымы і новыя выборы, перамовы і так далей. А да якіх выбораў вы прапануеце рухацца? Каго выбіраць?
Безусловно, нужны новые выборы президента. Прэзідэнта па гэтай канстытуцыі пры гэтых разбураных дэмаралізаваных дзяржаўных інстытутах, як кажуць, Бервяно выберы па гэтай канстытуцыі, яно стане дыктатарам. Это, кстати, абсолютно неправда. Вот обратите внимание, например, почему мы все сплотились за Светланой Тихановской. Светлана с самого начала, когда она шла на выборы, она абсолютно четко заявляла и заявляет об этом сейчас. Ребята, я иду на выборы, чтобы были проведены новые справедливые выборы президента в течение достаточно короткого срока. Это очень важно. Максим, і тады, ці пойдуць за вами людзі, якія кажуць: не, больш нам не патрэбен прэзідэнт, нам патрэбна парламенцкая рэспубліка. Вы прапануеце выборы прэзідэнта, а шмат людзей уже наеліся гэтым прэзідэнтам. Яны не хочуць прэзідэнтаў, яны хочуць парламенцкай рэспублікі і калектыўнага кіравання. На самом деле, безусловно, новая конституция и новый уклад жизни будет необходим. И парламент будет иметь намного более высокий вес, или роль президента в конечном итоге будет упразднена сразу. Но что тут важно, это не бежать, не забегать слишком далеко впереди паровоза. Потому что какой в этом смысл? Сегодня с нами не разговаривают вообще. У нас арестовано больше 1000 человек за воскресенье. Мы с вами можем в нюансы парламентско-президентской республики сейчас очень хорошо поговорить. Кстати, очень хороший был зум с участием и господина Пастухова. Это истотно. И Анатолия Лебедько. Там есть очень много подготовленных тезисов, каким образом стоит двигаться дальше. И консенсус большинства людей, как я его вижу, это с небольшими изменениями. Это Конституция 1994 года. Но что важно? Важно, что забегать и отвлекать общество слишком сильно на эти нюансы тоже не стоит. Надо сказать две вещи. Первое. Мы знаем, что делать, мы к этому готовы. Мы, конечно, должны ограничить власть президента и внести абсолютно правильную, адекватную для любого современного государства разделение властей. Но сегодня у нас на повестке дня эти 3 пункта, которые мы должны исполнить. И дальше... Если с вашей точки зрения мы берем на себя неадекватный риск, что новый президент придет и узурпирует опять власть, я считаю, что этот риск, по сравнению с тем, что сейчас происходит, мы можем взять. А риск, когда мы уходим в какие-то интеллигентские разговоры о нюансах Конституции, забывая при этом, что в воскресенье, извините, пожалуйста, ОМОНу абсолютно по барабану наше с вами измышления по поводу Конституции. Об этом давайте забывать все-таки не будем. Я с этим цалкам згодны. Але я не могу не заглядаць наперад. І давайте спрабуем зразумець, калі гэты працэс зацягнецца. У жніўні не адбылося, у снежні не адбудзецца, калі прыйдзе час гэтых новых выбараў. І глядзіце, калі мы зацягнем гэты працэс на павестцы дня у палітычным сэнсе, наступны год гэта год мясцовых выбараў. І ён прыйдзе, сам сабой прыйдзе гэты час. Пакуль мы марудзім, пакуль мы змагаемся, пакуль мы цягнем час фактычна, і ці ўлады цягнуць час, прыйдзе час мясцовых выбараў. Накіраванасць наша на прэзідэнцкія выбары новыя не дасць магчымасці падрыхтавацца да мясцовых. А мясцовыя гэта шанец узняць рэвалюцыю знізу. Правильный достаточно вопрос. В то же время я думаю, что это то, что я вчера на своем стриме пытался объяснить. Всему есть время и место. Сделать это слишком поздно – это плохо. А если делать это слишком рано, это мы с вами, отвлекаемся от повестки сегодняшнего дня. Я уверен, что у нас с вами еще будет разговор на эту тему. И я тады чапляюся за гэта выказванне, кажу, і пра гэта мы паговорым калі-небудзь наступным разам. Именно так. Дзякуй. Сёння маім госцем быў чалавек, які мае шанец стацца яшчэ адным выразным, мужным, прадстаўнічым лідарам нашага змагання з сённяшнім рэжымам. Я быў Владимир Мацкевич з вами і Максим Багрецоў. До наступных сустрэчаў.